Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Проект соглашения о сотрудничестве между Росгвардией и МВД Абхазии не подлежит подписанию. Обзор программы. Память мастера спорта по боксу Олега Бебия, погибшего в ходе специальной военной операции, почтили в Россотрудничестве. Мчиш, Черная речка. На канале Абаза ТВ продолжается новый проект «Реки Абхазии». Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск Национальной гвардии России и МВД Абхазии в последние дни, бурно обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию со стороны руководства МВД Абхазии, заявил накануне министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. О том, что предшествовало этому заявлению в абхазском информационном пространстве в последние несколько дней, расскажет Элеонора Гилаян. О том, что разработан проект соглашения о межведомственном сотрудничестве МВД Абхазии и Росгвардии, стало известно в пятницу 9 февраля. Пресс-служба МВД сообщила, что проект соглашения направлен на установление обмена опытом по актуальным направлениям взаимодействия, подготовке кадров на базе учебных заведений и учебных центров Росгвардии, проведение совместных учебно-методических сборов и тренировок, а также на развитие информационных технологий и обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами в области обеспечения правопорядка. Вскоре в абхазских оппозиционных телеграм-каналах появился полный текст документа, из которого следовало, что сотрудничество будет осуществляться также в сфере охраны общественного порядка, борьбы с терроризмом, контроля в области оборота оружия, охраны имущества физических и юридических лиц и многое другое. С заявлениями начали выступать абхазские политические деятели. Лидер АРО Тимур Гуля призвал Роберта Киута отказаться от самой мысли подписания такого документа и счел соглашение потерей суверенитета. Даур Курмазия подчеркнул, что едва ли Росгвардия рассчитывает на поддержку абхазского МВД, а значит, соглашение направлено на реализацию статей на территории Абхазии. Вооруженная защита, в том числе имущество новых хозяев страны от народа, создание условий для проведения любых нужных этим людям законов, пресечение инакомыслия, заключил Курмазия. Лидеры республиканской общественной организации Айтглера заявили, что находят соглашение ярким и убедительным доказательством личной заинтересованности руководства страны в лишении Абхазии государственной независимости и суверенитета. По их мнению, соглашение – это ширма, призванная прикрыть откровенное желание руководства оперативных служб Абхазии отбиться от гнева народа силовиками из России. Звучали также заявления, что президент и министр внутренних дел должны подать в отставку. Вечером 10 февраля появился первый комментарий Роберта Киут, связанный с соглашением. Его опубликовала пресс-служба МВД. Осенью прошлого года делегация Министерства внутренних дел посетила впервые Росгвардию, и где, в принципе, мы имели возможность увидеть конкретно, чем занимается данная служба, и, соответственно, нам было принято решение по отдельным направлениям Министерства внутренних дел с ними организовать взаимодействие, так как сегодня Министерство внутренних дел некоторые направления, они именно, так скажем, разрешительная система, там и многие другие, так скажем, направления, они сконцентрированы, и у нас все внутри министерства. Но в Российской Федерации эти функции разделены между Министерством внутренних дел и Росгвардией. С учетом этого у нас появилась необходимость получения опыта в этом направлении и проработка отдельных, так скажем, вопросов по нашему сотрудничеству дальнейшему, так как ранее с этой организацией в Абхазии никто, в принципе, не работал. Мы считаем, что это очень важное событие, которое должно быть, так как Росгвардия, она очень сильная, мощная организация в Российской Федерации и готова с нами поделиться своим уже наработанным опытом. Согласно предварительным договоренностям, мы решили подготовить проект соглашения, типовой проект, практически он получается, но в этом проекте ни в коей мере не усматривается физическое присутствие сотрудников Росгвардии на территории Республики Абхазия, либо их вмешательство в внутриполитическую деятельность и все остальное. Главная наша цель, которая заложена в этом проекте, это обмен опытом, получение знаний.
Менее чем через сутки вышло еще одно уже текстовое заявление Роберта Киут. В нем он заявляет, что проект, обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию. Мы разделяем все переживания и беспокойства наших граждан. Вместе с тем, как министр внутренних дел, ответственно заявляю, что в нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам абхазского государства, либо в ущерб интересам наших граждан, заявил Киут, отметив, что Республика Абхазия – суверенное независимое государство, и именно этот статус охраняется 30 лет. Следом в инфополе появился комментарий Абхазского народного движения. В нем говорилось о том, что накануне ночью состоялась встреча с руководством силовых структур по поводу соглашения с Росгвардией. В ней приняли участие лидер АНД Адгур Ардзинба, депутаты Канкварча и Эрик Раштуни, общественные деятели Михаил Сангуля, Леонид Чамагуа и Илья Гуня. Силовиков представляли сам Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар, подполковник милиции Дадын Чичхаля. Состоялся конструктивный диалог, где представители общественности донесли до руководства МВД обеспокоенность, связанную с указанным соглашением. Хотим отметить, что руководители силовых структур выразили полную солидарность в части рисков, вытекающих из документа, и высказали мнение о том, что он не подлежит подписанию, отмечается в тексте АНД. Во избежание подобных ситуаций в будущем АНД обратились к парламенту принять необходимые поправки в закон о международных договорах Республики Абхазия, предусматривающие предварительное согласование с Народным собранием всех проектов соглашений, в том числе и межведомственных, до их подписания. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ. С поставленными задачами справились на хорошо. СОБР МВД Абхазии принял участие в межведомственных тактических учениях на озере Рица. Учения подобного масштаба на территории Рицы проходили впервые. В них приняли участие спецназ Государственной службы охраны, службы госбезопасности страны. Мероприятие приурочено к крупному международному молодежному форуму, проведение которого запланировано на март текущего года на федеральной территории Сириус. Смотрите материал пресс-службы МВД. Личный состав специального подразделения Министерства внутренних дел Республики Абхазия принял участие в межведомственных тактических учениях на территории Рицинского реликтового национального парка. Учения подобного масштаба на территории Рицы проходили впервые. В них приняли участие спецназ Государственной службы охраны, службы госбезопасности страны. Мероприятие приурочено к крупному международному молодежному форуму, проведение которого запланировано на март текущего года на федеральной территории Сириус. Согласно легенде учений, диверсионной группе из числа иностранных граждан, находящейся на территории Республики Абхазия под видом рабочих, поставлена задача от кураторов из-за рубежа на совершение диверсионного акта. С учетом введения на территории Гагарского района особых усиленных мер безопасности, диверсионной группой принимается решение пройти границы Краснодарского края и федеральной территории Сириус через горный участок местности. При этом точкой начала движения считать территорию Рицинского реликтового национального парка. Спецподразделениям поставлена четкая задача – полная ликвидация террористов, к выполнению которой они приступают немедленно. Диверсионная группа ликвидирована без потерь. Поздравляю. За ходом отработки поставленных задач наблюдал лично министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут, высший руководящий состав МВД. Глава министерства Роберт Киут отметил важность проведения подобных учений и участия в них абхазских, российских и юго-осетинских коллег. Сегодня были проведены оперативно-тактические учения совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, Службой государственной безопасности, ГСО, Министерство внутренних дел,
Также присутствовали у нас сегодня наши гости из Российской Федерации, представители МВД России, Федеральной службы безопасности, Росгвардии. Соответственно, эти учения приурочены к предстоящему в марте месяце международному молодежному фестивалю на территории Сириус. Соответственно, отработка идет противодиверсионных, противотеррористических мероприятий для того, чтобы не допустить каких-либо действий со стороны Республики Абхазия. И, конечно же, в первую очередь, главная наша задача – это налаживание взаимодействия наших подразделений. Выполнение поставленных задач генерал-майор милиции Кют оценил на хорошо. Свою оценку отработки СОБРа дал и курирующий спецподразделение заместитель министра Раш Цвижба. Мы совместно с 3 спецподразделениями ГСО, СГБ, МВД отрабатывали эту легенду. Очень проводилась очень хорошая работа, слаженная работа. Хочу сказать спасибо руководителям и командирам этих спецподразделений за такую слаженную работу и за профессиональное отношение к своей работе. На Врицинском ущелье впервые проводятся такого рода мероприятия. На самом деле тяжелые природные условия, здесь снег, холод и так далее. Это новые вызовы для нас. И я думаю, что мы блестяще справились с этой задачей. Высоко оценил уровень проведенных на Рице межведомственных тактических учений приглашенный министр внутренних дел Республики Южная Осетия генерал-лейтенант милиции Алан Гучмазов. Мероприятие очень достойное, очень много сил вложено. И по моему усмотрению СОБР – это подразделение, спецподразделение, которое отработал на высшем уровне. И буквально я лично приветствую и командира СОБРа, и министра, конечно, за хорошее внимание на такое подразделение. И я уверен, что такое подразделение никогда не сожмет. Учения спецподразделений МВД, ГСО и СГБ были первым этапом мероприятия на озере Рица. Далее отработал личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям под личным контролем министра по чрезвычайным ситуациям генерала-лейтенанта Льва Квициня. Прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении 3 сотрудников Галского ОВД. Капитан Зараку Альберт Киноевич, лейтенант Амшилава Вианор Эмирович и младший лейтенант Квиквискири Давид Борисович подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданину Виталию Карбая. Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, повлекшего тяжкие последствия. Виталий Карбая скончался 9 декабря в больнице Сухума, куда был доставлен 8 декабря из Галской ЦРБ. 10 февраля Заракуа и Апшилава были задержаны. Подозреваемый Квиквискири в прокуратуру Галского района не явился, его местонахождение неизвестно. 1420 нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники ГАИ за прошедшую неделю. Из них 59 за нарушение норм тонирования автостекол. 47 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам предлагает принять в первом чтении проект закона об упрощенной системе налогообложения. Законопроект направлен на снижение налогового бремени на субъекты малого и среднего предпринимательства, упрощение процедуры налогообложения и представления отчетности. Основная цель проекта закона – внедрение одного налога по упрощенной системе налогообложения взамен налога на прибыль организации, НДС, налога на имущество организаций, подоходного налога с доходов индивидуальных предпринимателей. Союз интеллигенции Абхазии обратился к президенту Аслану Бжане в связи с гибелью при пожаре фондов Национальной картинной галереи. Решение этой проблемы не всегда напрямую связано с экономической ситуацией в стране. Это в большей степени касается нашей неорганизованности. Здесь конкретно кого-то винить невозможно. Мы все несем ответственность за произошедшее. Мы не смогли сохранить сокровища, доставшиеся нам от многих поколений, говорится в обращении. Представители Союза интеллигенции предлагают свои варианты решения
решения проблемы. Прежде всего, необходимо восстановить пострадавшее при пожаре здание Союза художников Абхазии, а также незамедлительно начать работы по восстановлению Национальной картинной галереи. Также необходимо кардинально изменить систему безопасности на объектах культуры, оснастить их современными охранными системами. Необходимо создать рабочую группу либо государственную комиссию, которую должен возглавить вице-премьер Бадра Гунба. Комиссия должна выработать четкий план работы. Память мастера спорта по боксу Абхазии и России Олега Бебия, погибшего в ходе специальной военной операции, почтили в Россотрудничестве. Уроженец Агудзеры добился больших успехов в спорте, жил в Ленинградской области, откуда и был мобилизирован. Вспомнить соотечественника пришли родные, близкие, соседи и товарищи по спорту, представители министерств и ведомств. Подробнее Надежда Боровикова. Олег Бебия родился в 1982 году в поселке Агудзера. Окончил Гулрыбскую среднюю школу имени Даура Бегвава и с детства проявлял талант к спорту. Первые серьезные достижения в боксе пришли в сложное время. В 90-е быть просто хорошим спортсменом было недостаточно. Нужно было бороться за право участвовать в соревнованиях. С 7 лет он пошел заниматься боксом в поселок Агудзера, где он родился в Гаджитском районе. У знаменитого тренера, заслуженный тренер Ашот Саян Хатхаман. Великолепный тренер был. Он у него рос. Занимался спортом. Но, ребята, в 1996 году, когда он участвовал в первенстве ЮФО, в чемпионате ЮФО, это было очень сложные времена. И не всегда нас не принимали туда, потому что мы не были признаны. Очень много натисков было, но все равно мы добились, все равно нам помогли. И Краснодарский край нам все время до сих пор нам помогает. И Южный федеральный округ, где он там завоевал чемпион ЮФО. Он выигрывает, он получает мастер спорта Абхазии, почетный мастер спорта Республики Абхазия. У него, если я начну его достижения, я здесь очень много времени не хочу, я хочу основные его достижения сказать. Потом в 1998 году он уезжает в Санкт-Петербург, и мы о нем не забывали, потому что мы следили за ним. Он был, вы представьте себе, в течение 2 лет он провел 137 боев, из них, которые 80 он выиграл. Параллельно со спортивной карьерой в России Олег Бебия учился, затем работал на заводе по переработке радиоактивных материалов. На производстве он получил травму глаза и после 2 операций был вынужден бросить бокс. А в сентябре 2022 года его мобилизовали. Иусура ганахьала иҵегьы шәаҳараны шәыҟоуп, аха иҟан аҭагылазаашьа аибашьра дымцаратәы. Иаухьан аха иҵәахит абри гәамбзиара ҵәахны аибашьра дцеит. Ҳара ҳзыҳәан уи Бебиаа ҳзымацар акәӡам, зегьы рзы Аԥсны азыҳәангьы иҳаракыроуп ҳәа исыԥхьаӡоит ауаҩы зуалԥшьа назыгӡо. Отец Олега, Борис Бебия, не смог пережить смерть сына. Скончался вскоре после его похорон. В России у Олега осталась семья – жена Юлия, сын и дочь. Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичпа обратилась со словами поддержки и сочувствия к матери Олега, Лиане Бебия. Я сопереживаю, я знаю, что сейчас творится в душе Лианы Бебия. Низкий ей поклон. Потому что, несмотря на то, что этот парень действительно мог не воевать, у него было ранение, у него были проблемы с глазами, вот я его биографию очень хорошо тогда прочитала, но он выполнял свой долг, долг мужчины, долг абхазца, долг настоящего доблестного человека. Он таким и проявлял там себя, и навеки останется. Олег Бебия отмечен медалью Министерства обороны России, посмертно награжден орденом мужества и золотым Георгиевским крестом 1-й степени. Он стал одним из более чем 30 выходцев из Абхазии, погибших в ходе СВО. Защита Отечества требует мужества и самоотдачи, а иногда и самопожертвования. Каждому поколению нужны люди, которые способны вдохновлять, задавать ориентиры, совершать героические поступки. Сегодня здесь родные и близкие Олега Борисовича, патриота своей страны, человека, которому приходилось, проявляя храбрость, действовать на пределе своих возможностей. Олег Бебия погиб в Харьковской области 10 мая 2023 года при эвакуации раненых бойцов с передовой. Мероприятие, посвященное его памяти, приурочено ко дню рождения. 11 февраля ему могло исполниться 42 года. Надежда Боровикова, Торник Амичпа, Абаза ТВ.
Действующий график веерных отключений в Абхазии продлили до среды 14 февраля включительно. Об этом сообщает Черноморэнерго. Наличие российского гражданства у детей до 14 лет удостоверяется свидетельством о рождении только при наличии в нем соответствующего штампа. Граждане, ранее оформившие гражданство детям до 14 лет в посольстве России в Абхазии, без получения паспорта могут обратиться в диппредставительство, чтобы поставить свидетельство о рождении штамп. Об этом сообщило посольство России в Абхазии. При этом, если свидетельство получено в России, то обращаться за предоставлением штампа о гражданстве нужно в органы МВД Российской Федерации. В Гудауте идет активная замена кровли здания, в котором располагаются такие ключевые учреждения, как районная почта, библиотека и телевидение. Проблема состояния кровли была официально доведена до сведения руководства страны местными специалистами, в результате чего было принято решение о финансировании ремонтных работ из республиканского бюджета. На восстановление кровли здания было выделено более 17 миллионов рублей. На данный момент производится демонтаж старой кровли и подготовка к установке новой, сообщил главный специалист отдела информации и связи с общественностью администрации Гудаутского района Арнольд Дзарипа. Работы по замене кровли выполняются в строгом соответствии с утвержденным графиком и завершатся до конца года. Внедрение ипотеки в банках Абхазии в ближайшее время невозможно, рассказал «Спутник» глава управления исследований информации и статистики Банка Абхазии Георгий Квикескири. Дело в том, что у банков нет таких ресурсов. Все их средства – это кредиты, полученные от Национального банка, либо недолгосрочные вклады населения. На канале Абаза ТВ продолжается новый проект «Реки Абхазии». Это 8 документальных фильмов о реках республики – Кудры, Бзып, Хабстам, Чищ, Кумста и других. Основные параметры рек, их особенности – топонимика, хозяйствующие объекты, экологические вопросы, проблемы загрязнения. На эти и другие актуальные вопросы журналисты канала попытаются ответить в документальных фильмах. Второй фильм о реке Мчищ, или, как еще называют ее, Черной речке. Это горная река, но по своему характеру она очень напоминает равнинные реки. Очень небольшой, незначительный объем твердого стока выносится этой рекой, так как карстовые воды не несут с собой твердого материала. Температура вот этой самой речки постоянная. Здесь находится оборонительное сооружение, которое было построено людьми. Река Мчиш – это природный объект в Абхазии, который образует уникальную экосистему. Ущелье и реку богатую органикой и широкой поймой, с прудами, идеально подходящими для разведения рыбы. В середине 70-х в Абхазии находился с официальным визитом министр продовольствия и лесного хозяйства Японии Дзенко Судзуки. И, соответственно, так сказать, как одно из интересных мест, а тем более, что он был по профессии сам изначально, по образованию рыбовод, рыбохозяйственник, его, значит, пригласили посетить, ознакомиться с форелевым хозяйством. Ему, естественно, показали рыбу и, как положено, естественно, встречая гостя, значит, приготовили эту рыбу. И когда он сел за стол, попробовал рыбу, он сказал, обращаясь к Раждену Датовичу: «Вы мне показали одну рыбу, а угощаете меня дикой рыбой». На что он сказал: «Ну как же так, я не могу обмануть гостя». Поднялись из-за стола, пошли, на глазах у него поймали рыбу, почистили, на глазах у него пожарили и поставили опять на стол. Он попробовал, встал, поклонился и принес извинения за то, что подверг сомнению. Это вот показатель того,
что качество этой воды, даже из обычной, широко используемой в искусственном выращивании рыбы, в рыбоводных хозяйствах, под влиянием этой воды рыба приобретала вкус дикой форели. Это вот очень такой показательный пример того, что собой представляет река Чишта и ее воды. Как считают ученые, этот родник – один из многих выходов разветвленной сети тоннелей внутри горы Напра. Вся эта система представляет собой одну картину карстовых полостей, которые интересны не только местным, но и туристам, спелеологам. Здесь можно проводить какие-то международные симпозиумы для спелеологов. В конце 80-х годов, когда археологи сумели исследовать некоторые пещеры карстового комплекса горы Напра, появилась гипотеза о том, что в недрах Бзыбского хребта прячутся залы объемнее и живописнее Новоафонской пещеры. Были планы вскрыть их для организации нового туристического маршрута. Но этнографам удалось отстоять это место и не допустить того, чтобы у истоков Черной речки велись взрывные работы, так как они уничтожили бы уникальную скальную крепость и нарушили экологию реки. В соответствии с графиком мы отбираем воду в реке Чишта совместно с сотрудниками Института экологии. Они нам оказывают тоже содействие. Для чего это нужно? Потому что река Чишта имеет рыбохозяйственное значение. Как вы знаете, там находится форелевое хозяйство, и все показатели жестко нормируемы. Мы выезжаем, убираем пробы и контролируем по параметрам, такими как жесткое содержание растворенного кислорода, содержание тяжелых металлов, ну и много-много других параметров. Потом мы готовим протоколы и сравниваем с нормативными показателями. Конечно, оказывает влияние какой-то период, то есть это межень или паводок. Потом, в принципе, там нет никаких предприятий, которые бы оказывали негативное влияние на состояние реки. Поэтому только природный фактор. Можно сказать, что Чишта – одна из самых чистых рек в Абхазии. Фильм второй из цикла «Реки Абхазии» «Мчиш» смотрите в нашем эфире во вторник, 13 февраля. 21 февраля исполнится 150 лет со дня рождения патриарха абхазской письменности и литературы, народного поэта Абхазии, просветителя, историка Дмитрия Иосифовича Гулия. Телекомпания «Абаза ТВ» специально к этой дате запускает цикл видеозарисовок на стихи и цитаты Дмитрия Иосифовича Гулия. Уважаемые телезрители Абаза ТВ, вещание нашего телеканала у интернет-провайдера «Система», а также прямой эфир на официальном сайте телекомпании Абаза ТВ восстановлены. Большое спасибо нашим коллегам из команды интернет-провайдера ООО «Система». До 70 человек с высокой температурой ежедневно принимают в Сухумской инфекционной больнице, рассказал спутник, врач лечебного учреждения Гудиса Шларба. Большинству из них диагностируют грипп А. Несколько пациентов заражены коронавирусом. Сейчас в инфекционной больнице лежат до 20 детей и 7 взрослых. По наблюдениям медиков, дети болеют гриппом чаще взрослых. При этом среди пациентов с коронавирусом детей меньше. Температура тела у больных поднимается до 39-40 градусов. Когда жаропонижающие лекарства не помогают, люди обращаются в больницу. Из-за возможных осложнений гриппа в виде бронхита или пневмонии пациентов с этим заболеванием лечат стационарно.
Шларба добавил, что при появлении симптомов гриппа необходимо обратиться к врачу, который назначит курс лечения. Самолечение не принесет скорого положительного результата. При этом 18 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Абхазию за неделю. Сейчас COVID-19 протекает значительно легче, чем раньше. Из-за этого люди часто не обращаются за медпомощью, а болезнь протекает как ОРЗ. Спорт. Харитон Аграба одержал победу техническим нокаутом над спортсменом из Сочи Ваге Сураханяном на турнире по боксу от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Встреча была рассчитана на 10 раундов, но завершилась 9-м победой нашего соотечественника ввиду отказа соперника продолжать бой. Для Харитона это 13-я победа на профессиональном ринге. София Тарба стала победительницей турнира выходного дня по теннису «Битва за корт». В Краснодаре среди спортсменок до 13 лет тренирует спортсменку мастер спорта Абхазии по теннису Элизабет Акуция. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погоды, без осадков, атмосферное давление пониженное, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 13-18, температура морской воды плюс 11. Волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.